Каждому поэту, конечно, хочется, чтобы его выслушали. Ему обязательно нужен слушатель. Без слушателя поэт не состоится. Он прекрасно слышит голос любви, голос природы, голос вечности. И труднее всего услышать друг друга. Я бы предложил каждому поэту приводить с собой пару слушателей. Ирина Прокошева, поэт, прозаик, драматург, Ижевск. Рассказ «Харон». Я сажусь на топчине, потягиваясь и зевая. Мама пришла бы в ужас, если бы могла видеть, что я сплю, не раздеваясь. Впрочем, ботинки все же снимаю. Кстати, где они? Второй валяется в дальнем углу. Ночью бросил его в кота, который никак не мог придушить мышь. Эта дрянь верещит, кот рычит, отец храпит, светопредставление, да и только. Долго ты спишь, сын, большую битву проспишь. У тебя каждая вторая большая, а больше сотни убитых ни разу не было. Поговори мне. Я обуваюсь и подсаживаюсь к столу. Еда с просонья кажется безвкусной. День сегодня жаркий будет, говорит словно невзначай отец. Жара — это плохо. Копать тяжело, трупы быстрее разлагаются, пахнут. Надо начинать как можно раньше. В нашей двери вырезано небольшое оконце, через которое втекает в комнату тусклая предрассветная синева. Мы жуем молча, погрузившись каждый в свои думы. Под моей подушкой лежат 3 мешочка с монетами. В первом золотые, во втором серебряные, в третьем медные. Последний самый тяжелый, а первый набирается очень медленно. Зато в нем все монетки как на подбор, ровные, блестящие, красивые. Если повезет, сегодня найду еще одну такую, а может даже 2. Но 2 – это уже много. Пока допиваю чай, отец снимает со стены мешок и кладет в него остатки хлеба, мяса, да небольшой кувшин под воду. Это мы возьмем с собой на обед. Собирайся. Я подхожу к двери, беру в углу багор, лопату и выхожу на улицу. Еще темно, но утреннего озноба не чувствуется. Какая-то птаха одиноко свистит в кустах, словно вопрошает: «Чьи вы? Чьи вы?» Воздух пахнет смертью. Мы идем по лесу разными тропинками. Отец прямой, а я петляющий. Когда я ее прокладывал, то проходил специально рядом с дуплом в дереве, где каждый год селится кукушка. Рядом с орешником и вблизи упавшего дерева, где медведь точит когти. Мне приходится идти быстро, чтобы нагнать отца как раз при выходе с опушки. Здесь открывается вид бескрайнего поля, усеянного телами мертвецов. Да, бой был знатный. В некоторых местах люди навалены кучами, словно кто-то пытался соорудить живую башню. Отец начинает копать ров, а я беру багор и бреду между павшими, цепляя и переворачивая некоторых. Сначала нужно закопать подгнивших, тех, которые умерли раньше остальных. Они всегда выглядят очень плохо. Изрубленные, затоптанные, в старой грязной форме, с перекошенными от гнева лицами. Их горячая кровь превращается в черную жижу, и земля не хочет впитывать ее в себя. Я снимаю с их шеи тканевые мешочки с медными монетками. Иногда там лежит еще свернутое в 4 изображение их бога. Отец говорит, что он тоже там умер. Мертвый бог для мертвецов. Возвращаю его, себе оставляю только монеты. Солнце поднимается из-за горизонта и сразу начинает накаливать землю. Сухая трава шуршит и потрескивает. Воздух плавится так, что становится видно его движение. Тела тяжелеют. Каждое усилие мышц вызывает обилие пота на лбу. Я хватаю трупы за ноги, обернутые серыми лохмотьями, и волоку их к краю рва, раз за разом, до бесконечности. «Сын!» – оборачиваюсь. «Что?» «Глянь-ка сюда». Отец держит в руках кинжал. Я удивляюсь, он никогда не позволяет мне трогать оружие, не говоря уж о том, чтобы взять что-нибудь себе. А ведь иногда встречаются истинно чудесные вещи. Золотые ятаганы, украшенные разноцветными драгоценными камнями, мечи, на лезвиях которых вырезаны ужасные драконы, секиры, восхищающие своей симметрией, узкие кортики с костяными рукоятками, алебарды с хищными профилями, булавы с крестами и шипами. Да много чего. «Вот как придумал», — говорит отец и нажимает что-то сбоку.
Тут же кинжал раскрывается, превращаясь в своеобразный трезубец. Я вздрагиваю от неожиданности. Сначала втыкают в тело, а потом нажимают вот сюда. Снаружи получается маленькая рана, а внутри все органы разрезаны. Люди жестоки. Все, что они могут создать, несет смерть. Я оглядываю сложенные рядами трупы и пытаюсь представить их живыми. Это сложно, ведь единственные живые в моем мире только я да отец. Не помню, как все началось, и не знаю, как все закончится, но сколько помню себя, единственное мое занятие и смысл жизни всегда были связаны с захоронением павших воинов. Почему? Потому что я умею это делать. Причина, как могло бы показаться, ничтожна, но если разобраться, то и дышу я лишь от того, что умею дышать. И думаю от того, что умею думать. Опускаюсь на корточки, давая себе минуту отдыха. Разглядываю лежащие на ладони медики. Не пойму никак, сын, зачем тебе эти железки? Я подбрасываю одну вверх и ловко подхватываю на лету. Это я беру плату за свой труп. Все умершие должны дать мне по монетке. Отец качает головой. Глупость одна. Но не смей брать оружие, слышишь? Ну полно тебе, каждый раз говоришь. В молодом уме ничего не держится. Утомляют эти нравоучения. Я возвращаюсь к работе и снова волоку тела к их последнему пристанищу. День за днем земля принимает в себя десятки, сотни новых душ. Иногда из-под наших лопат летят наверх черепа и кости прошлых поколений, словно они желают взглянуть на новых пришельцев и, может быть, предостеречь их от необдуманных действий. Но предостерегать уже некому. Мертвецы глухи. И старым, выбравшимся из глубин желтым черепам остается только чернеть пустыми глазницами и доскалиться редкими зубами. За все время моей жизни земля уже целиком должна была состоять только из костей и железа. Столько я перекопал их. И все-таки время настойчиво перемалывает в пыль любое напоминание о прошлом. Земля остается землей и растворяет в себе историю. После обеда на горизонте появляется большая черная туча. Духота усиливается. Оставляю багор и тоже берусь за лопату. Мы врываемся в землю, как кроты. Нужно успеть выкопать достаточно глубокую вместительную яму до того, как ливень превратит все вокруг в грязь. Мышцы деревенеют, дыхание сбивается, глаза видят только черноту. Мы вылезаем наверх только когда тяжелые капли начинают бить по нашим макушкам. От дождя прячемся под старой елью. Отец укрывает лицо рукавом и тут же засыпает. А я прислоняюсь к корявому стволу и слушаю музыку природы. Через некоторое время к обычным звукам добавляется еще один. Это редкий звук. Я называю его песней мертвых. Те воины, что падают лицом к небу, оставляют свои рты открытыми. Когда идет дождь, вода начинает наполнять эти маленькие сосуды, а звук падения капли, отраженный от стенок, создает определенный тон. Созвучие всех тонов превращается в тихую непрерывную мелодию, от которой волоски на коже становятся дыбом, но не слушать ее невозможно, как она красива. После дождя мы скидываем трупы в яму. Они скользят в нее, как рыбы, в воду, накрывая друг друга. Две враждующие стороны, два цвета формы. Сейчас они смешались в едином великом объятии, и отсюда, сверху, кажется, что это игрушечные солдатики, сложенные в коробку после утомительной игры в войну. Последним сбрасываем оружие. Пока закапываем могилу, наступает ночь. За горизонта выползает огромная ленивая луна. Чисто в поле, только трава еще кое-где примята. Отец подгоняет, пора уходить. Откуда-то издалека чую тонкий запах огня и железа. Скоро начнется новый бой. Мы возвращаемся домой, ставим лопаты в угол, и пока отец разводит огонь, я залезаю на топчан, достаю из-под подушки мешочки и раскладываю в них монетки. Ни одной золотой сегодня не нашел, досадно. После ужина меня тут же начинает клонить в сон. Ни храп отца, ни какие-либо другие звуки не мешают мне этой ночи. Снится, будто выхожу я один в поле и вижу, что была битва великая. Оружие набросано, видимо-невидимо, а людей нет, ни одного. Иду я между шлемами, да копьями, да знаменами,
Удивлюсь про себя. Вдруг откуда-то стрела летит и вонзается в мою грудь. Падаю я на спину, лежу, не могу двинуть ни головой, ни пальцем. Подходит отец, наклоняется надо мной, и в руках у него 2 монетки золотые. Говорит он: вот, сын, для чего ты их собирал? И кладет мне на глаза. И я больше не вижу ничего, только темноту. Давай, вставай сейчас же. Утро уже, а он все спит. Пляшет крышка на чайнике. Свистит в огне полено. Сажусь и, не открывая глаз, нащупываю ногой ботинок. Встал, завали мне покрепче. О-о-о. Молча пьем чай. Отец собирает обед в мешок, берем лопаты, багоры и отправляемся в поле. Кровь, смерть, тишина. Пока отец копает, обхожу павших, выбирая тех, кого хоронить первыми. Собираю свои монетки и замечаю неподалеку одного убитого в навехонькой красивой форме. Вот тут наверняка есть золотая монетка. Подхожу и распарываю его рубашку на груди. Ты! Он хватает меня за руку, а я даже двинуться не могу от ужаса. Он что, живой? Слушай, мой приказ, солдат. Я открываю рот, чтобы завопить, но звук застревает в горле. Отец, отец, помоги мне. Этот живой достает из ножен тонкий стилет и вкладывает в мою ладонь. Ты должен взять его. Видно, что каждое движение требует от него невероятных усилий. Дыхание лихорадочно ускоряется, тело начинает судорожно подергиваться. Я же могу только прошептать в ответ: нельзя брать оружие. Он передается из рода в род, должен быть хозяин. Его бьет сильная дрожь, рука больше не может сжимать мое запястье, и я тут же пользуюсь моментом, чтобы броситься бежать как можно дальше, не разбирая дороги. Я несусь до тех пор, пока не спотыкаюсь от чье-то тело. Вокруг меня лежат мертвецы, но мне теперь кажется, что в любой момент они могут ожить и начать хватать меня своими скрюченными пальцами. Любой шорох, вызываемый порывом ветра, поднимает во мне волну страха. Никогда я не слышал от отца, чтобы хоть один оставался в живых. Этот человек разрушил мой мир. До этого момента я не осознавал их жизнь как свою. Они были молчаливы и послушны, они были в большей степени вещью, чем существом. Теперь я знаю, что они могут чувствовать и сопротивляться, но я не хочу, чтобы так было. Дышавшись, немного придя в себя, я поднимаюсь и иду к отцу. В моей руке все еще зажат тот стилет, и я останавливаюсь, чтобы разглядеть его. Он в самом деле старинный. Узорная ручка украшена надписью: «Со мной идет смерть». Лезвие много раз затачивали. Хорошая сталь. Я хочу выбросить его, но вместо этого прячу под рубаху. Может, я полюбуюсь им еще раз. Выкинуть никогда не поздно. Отец встречает меня ворчанием. Что ты там возишься? Брось свои монеты, займись делом, а то до ночи не управимся. Эти обыденные слова действуют на меня магически. Ничего не изменилось. Тихо вокруг. И только мы делаем свою работу. Нужно ли говорить отцу о том, что произошло? А может, мне все только привиделось? Обдумаю получше, а потом уже решу, рассказывать или нет. Развиваем и закапываем, тащим и скидываем. Земляные холмы растут, как грибы после дождя. Иногда, когда наклоняюсь, чувствую прикосновение стилета к коже, и это ощущение волнует меня. Несколько раз убегаю подальше под разными предлогами, чтобы снова и снова полюбоваться острым клинком. Я понимаю, что уже не в силах отказаться от него. Он красив своей смертоносностью, он упрям, жесток, но покорен своему господину. Это все равно, что приручить молнию. Я приношу его домой и прячу под топчан. Позже, растянувшись вдоль лежанки и заложив руки за голову, слушая, как что-то строгает отец, я спрашиваю: за что умирают люди? Он удивленно молчит некоторое время. Мы не говорим на подобные темы. Мы вообще мало разговариваем. Но все же отвечает мне: за свои и за чужие желания. Чего нужно так хотеть, чтобы желать умереть за это? И какой смысл умирать за что-то, если даже в случае победы ты не сможешь этим владеть? Я представил клад золотых монет, но и это невиданное богатство не воодушевило меня настолько.
Может, у людей есть тайна, которая мне неведома? В таком случае я хотел бы знать ее. Я бы мог спросить о ней того, живого, если бы задался этим вопросом раньше. А теперь может пройти вечность, прежде чем я найду кого-то еще. Если только я не найду его до битвы. Ну, конечно, дождаться, когда отец уснет, и пойти, выведать все, и вернуться, как ни в чем не бывало. Я незаметно опускаю руку между стеной и топчаном и нащупываю стилет. Его холод придает мне храбрость. Отец вскоре ложится, а еще через некоторое время его могучий храп начинает сотрясать воздух. Я тихо встаю, надеваю ботинки, беру оружие и, слегка приподняв дверь, чтобы не скрипело, выскальзываю из дома. Темнота прячет дорогу в лесу. Идти приходится практически на ощупь и на слух. Вдали слышатся звуки боя. Страх оказаться лицом к лицу с кем-то живым заставляет меня сжать в руке стилет и держать перед собой. И вот оно, поле. Обилие фигур, теней, звуков и запахов сразу ошеломляет, наваливается со всех сторон, как буря. Вперед! Взрыв. Крики раненых. Чего встал столбом, идиот? Бежим! Кто-то хватает меня за шиворот и тащит за собой. Я практически не сопротивляюсь, только лепечу. Простите, мне нужно только узнать. На том свете все узнаешь. Что это у тебя за зубочистка в руке? Держи пистолет, да передвигай ты ногами, тюря. Мы бежим куда-то, и все вокруг куда-то бегут. Кричат, сталкиваются беспорядочно, падают замертво. Послушайте, пытаюсь сопротивляться я, мне нужно назад, вы мне только скажите, за что вы умираете? Мы падаем за укрытие из набитых песком мешков. Ты прав, парень, мы все умрем ни за что, бессмысленная война. Куришь? Нет? А я никогда не брошу. Умирать так хоть перед смертью не отказывать себе в удовольствии. Мне нужно скоро к отцу вернуться. Вернешься, главное верить. А у меня мать осталась, да братишка совсем еще салага. Глаз да глаз нужен, а тут война. Он укрепляет свой автомат между мешками и отстреливается. Да чтоб тебя! И продолжает мне. Жениться надо было, так нет, ходил все кругами. Позвольте вашу ручку, разрешите пригласить на танец. Первый опыт получил со шлюхой фронтовой. Эх, изжил ни зачем, и умру ни за что. Одна радость гадов этих побольше положить. Эй, ты куда? Но я уже бегу к лесу, холодея от свиста пули. Стой, кто такой? Назовись. Мне домой надо. Дезертир, а ну разворачивай. Меня отец ждет. Разворачивай, третий раз не буду повторять. В отчаянии отбегаю несколько шагов и снова пытаюсь прорваться в лес, когда короткая очередь прошивает мой позвоночник. Я падаю навзничь. Вся вселенная смотрит на меня миллиардами подмигивающих глаз. Мне бы хотелось усмехнуться, но мускулы лица словно одеревенели. Какая ирония судьбы — умереть за желание узнать, за что стоит умирать. Может, это и есть то настоящее, и каждый умирает за собственную бессмыслицу, возведя простое любопытство до действия и его последствий. Отец, узнаешь ли ты меня из сотен павших? Или скинешь мое тело вместе с другими? Я умер одновременно за свое и чужое желание, но смерть уравняла их, превратив в одно общее ничто. Ночь еще наполняла комнату, когда старик почувствовал приближение утра, открыл глаза. Что-то изменилось. Слишком неподвижен и холоден был воздух. Взгляд цеплялся за неровности потолка, боясь опуститься на топчан сына. Отец, за что умирают люди? Вот что взволновало его. Разве есть тебе дело до смертных? Всего 3 шага отделяют от гнева богов: любопытство, жалость, милосердие. Страшен пример Прометея. Старик сел и обозрел пустоту мятой постели. Вокруг были стены. Была крыша, пол, печь, поленница. Были стулья, стол, лавка. Была полка с тарелками, завернутый в тряпицу хлеб, чайник, умывальник, кот, поглядывающий на миску. Было слишком много всего, подчеркивающего отсутствие самого важного. Старик тяжело поднялся, подошел к топчану, провел ладонью по подушке и почувствовал спрятанные под ней мешочки с монетами. Достал их все, сложил в котомку и вышел из дома. Впервые шел он тропой сына.
Слишком тернист был этот путь и непредсказуемые его повороты. Не просто дорога к полю смерти, попытка познания тайны леса, каждого его составляющего, паучьи ловушки, тупики нор, упавшие стволы лесных гигантов, покрытые шкурой мха. Это был целый мир, абсолютно самостоятельный, словно вырванный из другой истории. Он завораживал и учил чувствовать. Он менял смыслы и дарил иное зрение. Когда старик вышел в поле, тишина оглушила его. Так много было вокруг тел, словно все битвы всех времен случились прошлой ночью. Он подбежал к ближайшему мертвому воину, чье лицо было испачкано запекшейся кровью, и, осторожно вытирая ее подолом рубахи, шептал: «Сын мой, сынок». Шатаясь, переходил от одного тела к другому, пытаясь опознать сына. Раз за разом ошибался, доставал из мешочка 2 монетки и клал их на глаза погибшим. Ближе к ночи 2 новые армии сошлись на поле боя. Они стояли, замерев по обе стороны смерти, и с великим изумлением смотрели на свое поражение, на то, как отец плачет о сыне своем и не может утешиться, ибо его нет. Безумство замыкается в точках. Грехи отпускаются запятыми. В конверте всего 3 строчки. Такие немородные. Ты пишешь о том, что усталость тебе не дает прохода. То, что терпеть лишь осталось. А так неохота. О том, что ветра бьют сильно, сильнее, чем ладони женщины. На ладонях у женщин пыльно, у них давно болит печень. О том, что пишут в газетах, будто в Москве заместители всех главных отделов стали совесть-носителями. О том, что страшно в зеркало смотреться собачьим взглядом, и как бы в глазах не меркло отчетливо слышать рядом. О том, что весна не скоро, и кажется вовсе мимо. Тебе это все до скорой, а там в больничные мимы, и дальше, и быстрым, по многу, как у Маяковского к Богу. 3 строчки, без дна и без края, 2 точки, 1 запятая. Многие, наверное, знают сейчас такого достаточно уже раскручиваемого поэта Егора Завгородний. Когда-то нам случилось влюбиться, когда-то нам случилось разлюбиться. И вот, собственно, об этом стихотворение. Ты представь, какие бы у нас были дети. Справедливые максималисты, нежные журналисты, эгоистичные гуманисты, красивые до безумия, с пухлой губой и грустными глазками. Они обязательно были бы в понедельник несчастные, в пятницу пьяные, и от нас ни одного подзатыльника. Мы сами курили с тобой в 15 шпадиках, слушали Цоя и требовали перемен. У нас сердца с тобой разные, на двоих, но в одних ссадинах. Я это чувствую, когда мы с тобой говорим. Говорим редко, по делу, с понтами все теми же, курим все так же пахнем. И я помню твою шапку, зимнюю сладость и фразы на вроде «Курю с 12, пойдем чего-нибудь бахнем». И вот какие бы они были, невероятно добрыми раздолбаями, интеллигентами, нервными ценниками. Я знаю, они бы все понимали, они бы нас переросли душевных ценников и умерли бы за родину, которая их же топит, за разговоры на кухне про жизнь. Как же хорошо, Завгородний, что мы когда-то с тобой характерами не сошлись. Многие из тех, кому посчастливилось спать рядом со мной, ужасно боялись и чувствовали себя неловко, если я узнаю об этом их милом пороке. Я узнавал, они чувствовали себя неловко. Шли месяцы. Мы продолжали спать рядом, бок о бок, нога на ногу, пах за бок, прав в угол. Продолжали эти месяцы. И вдруг женщины вставали и уходили от меня со словами: «Мы не понимаем, как можно так долго терпеть женский брак и ничего при этом не говорить, ни разу не возмутиться. Наверное, с вами что-то не так, Денис Александрович. Вы, наверное, какой-нибудь извращенец», — говорили они. И уходили. Я оставался один в полной тишине. По ночам слушал только свое дыхание. Было тоскливо и грустно. Хотелось какой-нибудь близости, тепла, ласки. Пару раз попытался вскрапнуть. Получилось не очень красиво, и я даже слегка испугался. Не было в моей попытке тех ноток усталости, какие обычно метали из уст всех тех прелестниц, что дышали мне своими носами в ухо. Но потом, позже, появилась та,
что не храпит. Она также дышит мне в ухо, складывает на меня свои коленки, взбирается на меня полностью, но не храпит. Я ни разу не слышал от нее даже какого-нибудь тихенького хрюка. Думал, может, со слухом что ли? Сходил к врачу. Он вставил какую-то трубку мне в самое ухо, что-то покрутил, намотал на железный крючок плох ваты, я вспотел, он хмыкнул и достал на свет Божий крохотный кусочек серы. А в остальном, сказал он, не вижу причин для беспокойства. Идите домой. И весело шепнул меня по заду. Странный был доктор. С кусочком ушного мусора на ладони я пришел домой. Вечером я очень нервничал, боялся, а вдруг я ничего не слышал по ночам из-за этой крошки, которую я бережно поместил в кофейную чашку. Моя женщина заметила это и поинтересовалась, в чем дело. Я долго отмалчивался, ссылаясь на тяжелый день. Она прижала меня к стене своей великолепной грудью, пару раз поцеловала и повелела: «Рассказывайте все». Я повиновался. Начал с самого начала. Когда я закончил и взглянул на нее, мне показалось, будто какой-то мираж пробежал между нами. Вот она встает, вот берет свой розовый чемодан, укладывает туда свои вещи и уходит, бросив через плечо. Извращенец. Все это время я вертел в руках чашку. Она встала, подошла ко мне, опустилась рядом на колени и с улыбкой заглянула в мое лицо. Какой же вы глупый и смешной, Денис Александрович. Даже если бы я была страшнее крокодила и рычала, как дикий кабан-бородавочник, я ни за что на свете не отпустила бы от себя такого мужчины, как вы. После чего поцеловала меня в лоб. И вообще, я хочу кофе. Давайте сварим. Она взяла у меня из рук чашку и сполоснула ее. Ну так уж повелось то, что очень много стихотворений и песен уже про маму, поэтому я все-таки решила написать хотя бы одну про папу. В общем, вот. Из сирени отца умерде, тросужет кубертем тыберде, чурмулем киосте ватишкот, нашо рамочка са мияшко. Ой, нылы, я бен лера дыды, кычагес нимыно уж ясы. Кемалашке перта бурте, Внутри кумен параде. Шинкали бам кужам джок башкос. Быжыса черты я дошишко. Тужмы змиты нышты датае. Угублу башкес бертаме. Дырек я меня мед умнырат. Киос мемон понно киосат. Чике зышты соошунутсес. Тачио шулуса даурсес. Томоне дышети чечеслы. Шекыте шужьосты вормыны, улыны калыкен тупаса, вызыштын кешесме гажаса. Анай качу машкир монпонна, уюсы вышашки даспонна, тодишко нылыны душашки, котькуно монпонна шумпоты. Чурытеш на балдыр киосы, шекытеш путырья. Простите. Чурытеш на валтыр киосы, тушкасеш куптырья туйосы. Тон сапырулонез вожматит, маршумат тодишко яратит. Тау шуо монтыны датае, тиулов вожматы анаен, куйосы котку ношуламам, монпоннато герой лунам. Морщинами уже покрылось твое лицо, спина скорбилась от работы тяжелой. Прячешь от меня свои руки, а на меня смотришь и улыбаешься. Ой, доченька моя голубушка, как уже у тебя дела? Давно ты дома не была. Я уж забыл твой голос. Слезы скатятся по моему лицу. Я побегу и обниму тебя. Я очень скучала по тебе, папа, но у меня не получается приезжать домой чаще. Дрожит улыбка у тебя на губах. Я положу свои руки на твои руки. Они не потеряли своей теплоты, прожив уже столько лет. Ты меня научил всему хорошему. Научил жить и уважать своих друзей и окружающих. Ты всегда переживал за меня так же, как и мама. Молился за меня. Ты всегда за меня радовался, ты меня хвалил. Были, наверное, когда-то и руки твои тяжелыми, а слова были сухими. Ты через это показывал мне жизнь, а в сердце меня очень сильно любил. Я хочу тебе сказать большое спасибо. Вы с мамой подарили мне жизнь.
Я всегда буду хранить в сердце твои слова. В моей жизни ты герой. Вот если смотреть с точки зрения обратной на мир перспективы, не все так уж плохо. Любовь, между прочим, весьма вероятна и даже не очень трагична эпоха. Когда ты себе и Орфей, и Овидий, то как-то не страшно, что нефть дорожает, что Турция, исчезает из вида, и что Украина теперь нам чужая. Все это политика, наша работа – писать против смерти. Когда-нибудь все же мы встретимся снова, и ты мои ноты сыграешь на память, и я твои тоже, в другом измерении. Мы больше не будем разменивать жизнь, ведь и так не по 20, на глупое бегство от собственной сути. Мы больше не будем с тобой расставаться. В городе осень, лиственно и красиво. Как-нибудь взять и просто бы стать счастливым. Легче бы стать, плюнуть на все и сразу, да и пойти по улицам самым разным. Пушкинской, Гоголя, Ленина, Льва Толстого, слушая Цоя или кого другого. Можно и Шевчука, про родину нашу. Стать бы совсем безымянным, свободным, бесстрашным, ветреным путником, праздным, таким ими реком. Просто бы выйти задолго до первого снега и обрести одиночество и блаженство в самом конце сентября под небом Ижевска. Писать, короче, надоело на элегический манер. Заняться бы каким-то делом, пойти в портные, например, а лучше в дворники, до ночи мести отчаянной метлой и думать, мир хоть и не очень, но все же не совсем плохой, немного грубый, в меру грязный, слегка похожий на сортир, а уберешь и как-то сразу такой приличный Божий мир, и ты в нем тоже ничего так, стоишь себе под нос, метешь, и в общем-то на идиота как будто даже не похож. Можно писать строки наискосок, можно писать, словно ронять листья. Если тебя до сих пор не убили в висок, значит, твои слова не без признаков жизни. Можно писать, что ты тут совсем никто, так, человек и мерек со своим геморроем. Можно писать, неважно даже про что, Ленина, родину мать, города-герои, тонкую сетку еще молодых морщин, бесовый брег и ангела где-то слева. Можно писать про женщин и про мужчин, самых твоих возлюбленных, самых последних. Лучше писать про женщин, про их глаза, синие, серые, цвета крепчайшего кофе. Можно писать, о чем рассказать нельзя, всякие там разлуки и горе любови. Можно писать про фьорды и братскую ГЭС, страхи лесных удмуртов, болезни пигмеев. Можно писать про пеленки и про диатез. Можно писать за всех, кто писать не умеет. Можно писать про деревья в твоем окне, осень, весну, про каждое время года. Можно писать про то, что ты видел во сне, даже про то, что не любишь ходить на работу. Можно писать про бессонницы и сумму, жалкую жизнь в узелке и скатерть дорогу. Надо писать, неважно даже кому, другу, врагу двойнику или Господу Богу. Расправлю крылья, глубоко вдохну. Я птицей воспарю над облаками, в прозрачной пене неба утону и улыбнусь заманчивости дали. Такой простор, полет, трепещет сердце, и не хватает воздуха в груди. Так жарко мне, и не могу согреться, и миллион историй впереди. И я рвусь туда, я крылья расправляю, и сердце отбивает мне. Лети, летать хочу, летать. И умоляю, ты меня рано, мама, не буди. И после того, как уезжаешь от мамы, уезжаешь в город, и следующее стихотворение – первая встреча с городом. Глухая ночь, слепые фонари, безрукие деревья, тротуары, дома высокие и редкие огни. Наверное, кто-то пишет мемуары. Задушенный машинами асфальт и задохнувшиеся лужи у обочин. Свой след перепечатывает град, беспомощностью ветер озабочен. Дождем уродованные объявления, дрожащие рекламные щиты. Вдох, выдох, вдох. Еще мгновение, чтобы искупаться в тайне темноты. Ну и после встречи с городом наступает момент ностальгии
из тоски по родному дому и по родным просторам. Называется стихотворение «Родная сторона». По россыпи рябиновых кустов, средь посидевших нитей паутин, пьянее воздухом родных лесов, иду по летам кожаных тропин. Все так же, как и много лет назад, склонившаяся ветка над травой. Все тот же смоленистый аромат и тот же солнце луч в тени густой. Вступаю в бархат я земли лесной, и так замирает сердце, жжет в груди, и бусы рассыпаются порой, слезинки умиления и тоски. 4 утра, едва еще утро, щурится, не расправившись, раскуривая над крышами со двора, над полупустыми вагонами, от моста еще 4 таких же, а днем рассвет. А свет от него отражается и плывет, как пьяные и влюбленные мотыльки, под небосвод, города обнимая и улицы, и горизонт, и даже до тебя достает, и даже до меня, как последний. И кажется, что сегодня наверняка развернется запутанная, потерянная строка, и еще одно слово, слог и твоя рука, и ничего не стоит уже дороже. И кажется, что сегодня наверняка мир станет выше и чище, как облака, и мой внутренний нескончаемый монолог не останется брошенным, непрочитанным и забытым в этой кажущейся ненужности стрел и боли. Каждый волен и сам себе света живой исток, как глоток у рассвета над крышами со двора. 4 утра, а ты улыбнешься непременно, и сквозь города я отвечу тебе, отвечу наверняка. В прошлый раз мы собирались, я обещала почитать такие мысли, не стихи. Вот я сейчас это прочту. Океан и небо. В своем спокойствии океан, усмиряя волны, хранит свои глубокие воспоминания о тебе, о мире и о небе. Полным дыханием слышится вечность в глубинах вод. Пока ты спишь, и пока не ведаешь, что океан всегда отражает цвет и характер неба. А небо же, в свою очередь, учится черпать весеннюю тишину из его ласковых волн. Бурям же остается вести по планете, как в карманах запыхавшегося почтальона. Только один его шепот, только одну весточку о том, что тяжелые тучи скоро рассеются в объятиях солнечных лучей. А небо и океан, не определяя своего бесконечного времени, повесят на своих плечах один цвет лазоревых улыбок, растворяя в своей бескрайней сущности такую далекую и такую недосягаемую полосу горизонта, которая не перестает гореть на твоих губах. Да, у меня все такие чувства, нет таких философских, есть про слово, давайте почитаем. Слово мое на ладонях ночной софит, высеченное временем, как графит, плавится в тонкой линии сточен край, плавится и горит, забирай. Слово не сталь, только степи им нет числа, жгут на губах ожидания, кровь и масла не облегчают лязг игл по шву и соль. Вместо строки тепла только боль. Спаяны губы, листы от моих чернил стаями вопиют, будто свежий спил. Мерно возводятся строки,
и мглы шаги. Слово разбей в камин и сожги. Надо повеселее, да? Так. Мои корабли. Соль, горечь морей щекочут рецепторы. Мне же съеденной шхуной, приливами быть. Эскорты морями затоплены, где бы ни плыть, опущены якоря, и воплями приходят шторма, намеренно мерзнуть и стыть. Горечь пен морей, мы подклеены скобами, и привыкаем к ней с бирками, битый корабль. Снова по праву растрачены старые поводы, чтобы декабрь беспомощными побыть. Что ж, впитывать гаванестойкие ароматы я научилась, чтобы их запоминать. Мои корабли уплывают, опять крылатые, а я буду жить, пока буду их ощущать. Этот день из чужого бокала и чашка кофе до безумия поглощают все резонансы. Без раздумий, да и погружая меня, тех глаз бы, мне еще напоследок бушующий океан ощутить, вылезая из тонущей оболочки. Только это несоизмеримо уже. На клочья разлетается день из чашки, как 100 зеркал. Даже кофе уже не содержит в себе тех свойств. Даже лето в себе не имеет уже тепла. Будто это одна планета, зола и мгла. Будто после не осень, а груды кругом стекла под ногами, и их предстоит еще обойти. Да и что же потом? Все так крутится, мельчешит, и мгновения, словно кадры в немом кино, пробегают. В груди остается один софит, сотни солнц затмевая, не холодно, не темно. И я не знаю, как он разгорается и влечет за собой все улыбки посланиями души. Я не знаю, как это случается в днях, их счет. Просто это еще один повод к тебе спешить. Слова, нерожденные снегом. Слова, разогретые свечкой, горящие в густом и безветренном подполе, без пыли, тяжелой телегой катится кружок по заморщенной речке. Речь зябнет. Не вырваться больше из нег, освещенных, поджаренных, питанных мною. Нет больше весны и зеркальной игрушки Венеры. Есть ночь и молчание сна, нас с тобой, могила. Как нежно из звезд полусферы молчание вырвалось в поле и обернулось зимой. Как жарко, слова окрыляют руки, и руки горят, как шаманский костер на обряде. Кружок головы на небесной подушке и символы вечности в пасти собаки. Я больше не воин. В пушистой рубашке я ночью под волкой метели умер. А с солнцем воскрес. И кто я? Скажи мне, ребенок с небес, душа неизраненной птицы. Более немножко. Вначале было эхо. Глухим огнем окаменелой бересты дорога из песка и веха, шаг из себя и пустоты. Вначале были лица, нет, не они, смотрящие глаза, шаг из себя и птицей взлетал юнец с согнившего креста. Вначале были губы, куда еще смотреть открывшимся глазам? Несокрушимых душегубов теперь
губами надо наказать. Вначале была песня. Влюбленным, ищущим губам не доставало поцелуев и танцев по обоим берегам. Вначале были двое. Берестяным, окаменелым языком пылал кровавый крест на поле, где ты стояла, мне тело, полугол. Вначале были луны, сменявшие на день слепую ночь, серебряные струны, усыновленный дождь. Вначале была юность, заасфальтированный путь, сияние ламп и скорость, подъездов темных жуть. Вначале была старость, калошами звеня, сидеющий ребенок узнал в отце себя. Вначале были соки, из райских яблок там давно забор высокий, из древ запретный храм. Вначале было что-то, горит небесный свод, берестяной растопкой полураздетый тот. Я был в начале света, в конце я буду тьму. В начале было что-то, в конце слово ты. И последнее. О, муза! О, древняя старая муза! Покуда ступаю я пятками в желтой земле, покуда стоит в нашем доме испревший соломы запах, и мне в груди своей каменной корм не обуза, люби, не тронь оперение, не так еще влажен и сушеный голодом мир, и вздохом глубоким сожми издевательство время меж мраморных бедер и вертикальных перил. Сегодня как раз таки хочу, чтобы вы послушали великого Иоганна Вольфганга Гёте на 3 языках. То есть это немецкий, естественно, русский вариант, это перевод Жуковского, потому что лучше я перевести не смогу, я думаю. И, естественно, уже мой собственный перевод. Erlkönig, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in den Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was biegst du so bang dein Gesicht? Siehst Vater du den Erlkönig nicht? Den Erlkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir. Gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen liegt an dem Strand. Meine Mutter hat mein Gülden gewandt. Mein Vater, und hörst du nicht, was Erlkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. In dürren Blättern säuselt der Wind. Willst, feine Knabe, du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter hören den nächtlichen Reim und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort, Königstochter am tiefsten Ort? Mein Sohn, ich sehe es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich, mehr als deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fass mir nicht an, König hat mir ein Leid getan. Dem Vater grausens, er reitet geschwind, er hält in den Armen das ächzende Kind. Er reicht den Hof mit Mühe und Not, in seinen Armen das Kind war tot. Лесной царь. Кто скачет, кто мчится под хладной мглой, ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу весь издрогнув, малютка приник, обняв, его держит и греет старик. Дитя, что ко мне ты так робко прильнул? Родимый лесной царь глазам не сверкнул. Он в темной короне с густой бородой. О нет, то белеет туман над водой. Дитя, оглянися, младенец, ко мне, веселого много в моей стороне. Цветы бирюзовые, жемчужной струи, и золото слиты чертоги мои. Родимый, лесной царь со мной говорит, он золото, перл и радость сулит. О нет, мой младенец, ослышался ты, то ветер, проснувшись, колыхнул листы.
Ко мне, мой младенец, в дуброве моей, узнаешь прекрасных моих дочерей. 3 месяца будут играть и летать, играя, летая, тебя усыплять. Родимый лесной царь созвал дочерей, не вижу, кивают из темных ветвей. О нет, все спокойно в ночной глубине, то ветви седые стоят в стороне. Дитя, я пленился твоей красотой, не волей или волей, а будешь ты мой. Родимый лесной царь нас хочет догнать, уж вот он, не душно, не тяжко дышать. Ездок корабела не скачет, летит, младенец тоскует, младенец кричит. Ездок погоняет, ездок заскакал, в руках его мертвый младенец лежал. Лупу Ексей, килмеда уин ворте, сичеберно тел пырти, а тай джубджи пизе куте, шумит лузета лещ ватис. Пие, малызым нарыд бугырес, удачечка шатон лупу Ексеес, Ексей ижиез мамузоч деремес. Пие, ожи сурашкот кесе готон бусес. Тон мусонны кай, ой домонен, шудотонен партем шудонен, зареч дурыш кучошеш каос, а наен кужмалом, зарними дещос. Атае, уткалыш кышат, манюлес лупу Ексей мыны мадыре, шипулай пие, со ишан, кошмем парю сын, ожи толгыре. Потеа пияш, монен мынемет, луйосытоне кемалаш вожмало, луостынат уйрейне заджемет, луйосыноше тот, кырджалот. Атай, супимыты тыш, удачка Ексей луйосты, пие, аджишкоманы тыш, переш байтулеш, гулик ваюсты. Кыске чеберет, яратимон тоне, употы аслак, нуок ужимен. Атай, кутос самоне, тани бешкаре Ексей мугорме. Кашкемыт атайлы, кужмыш соворте, векаш пизе, джипте юн бордас, но жадем на юрмеем, атай ми куте, мутем не шипут, пизе зокияс. Один вопрос. Каким образом переводится на удмуртский? Это с русского, с немецкого, это какой-то немыслимый трюк. Ну, я перевожу сразу с немецкого на русский. То есть минуя. Да, минуя русский язык, потому Всё, что так теряется уже смысл самого произведения. Вот это было очень интересно, спасибо. Как давно я тебе не молилась, Бог, как давно я тебя не благодарила. Может быть, ты простишь мне еще разок, а я постараюсь быть снова милой, постараюсь в уныние не впадать, мечтать, ходить по субботам в театр. Я хотела бы просто все переждать, но кажется, мне нужен психиатр. Помоги мне, пожалуйста, все пройти. Я не хотела бы кончить в психушке. Там ведь вообще с общением карантин. А мне, ты же знаешь, нужны подружки. Они перестанут меня навещать, не желая смотреть деградацию личности. А я буду находить пенки в щах и неизменно считать их количество. Я не хочу быть такой, прости. Я обещаю справиться, честно. Ты помоги мне все это пройти. Я не хочу быть овощем бесполезным. Я старалась быть честной с собой, но гибнут люди ненужными, страшными жертвами. Что творится в мире и что со мной? Я запуталась мыслями, сердцем, нервами. Я буду снова писать стихи. Я больше не буду трусить позорно. Пусть будут губы от страха сухие. Жрать валидол, писать упорно. Как давно я тебе не молилась, Бог. Знаю, стыдно снова давить на жалость, но так хотелось, чтобы ты меня уберег. Еще моих близких. Прошу, пожалуйста. И стихотворение о любимом городе. Дороги здесь сломает ногу черт, и говорят, что экология не в норме. Конечно, этот город не курорт. Далек он от Мальдив и Калифорнии. Пусть говорят, что воздух загрязнен, что вечно здесь холодная погода, полгода здесь снегом занесен, потом еще дожди идут полгода. Но я люблю ижевские дожди, люблю его снега на серых крышах, что лес с окраин видно впереди, и нет почти домов, что небо выше. Конечно, за год может надоесть тот город, где почти одна промзона. Ты здесь живя, порой почтешь за честь возможность лишний раз вдохнуть озона. Порой отсюда хочется бежать на никому неведомый край света, чтоб можно было чаще там встречать без серых туч, закаты и рассветы. Но как-то странно любишь ты его, как мать, что, может быть, других не лучше, но ныне родной не станет от того, и за нее ты все отдашь, как получил.
И все равно вернешься ты сюда, домой, как будто бы с другой планеты. И понимаешь все-таки тогда, что здесь и есть тот истинный край света. Где 1000 лет однеркою зовут трамвай номер 1, где люди, быть может, никогда не видели Москву, но им, как москвичам, мечтается о чуде. Суровый, с долгой затяжной зимой, такой, как и другие в Придуралье, он общий наш, но все же только мой, к нему ведут пути и магистрали. И вот усталая, издалека, 10-й раз я возвращаюсь снова в тот город, где пронзают облака, народом созданные лыжи Кулаковой. Там, за окном, в разгаре март, снега вскипают, ароматы подсоленного огурца, куриной грудки, русской водки, как выйдет проводник с проходкой, все это молча прячется и разворачивается уже под вечер. Перепечи, экзотика, родная речь и отечность твоего лица. Представь нас в космосе сейчас. Летим в пространстве безвоздушном, а на земле кому-то душно, кому-то холодно, и враз, и порознь. Огарок неба кому-то греет область плеч. Тем не добечь, а этим печь буханке, радоваться хлеба. С другой, конечно, стороны картинки менее приятные. Ты не пойми меня превратно, все это шалости весны. Да и бог с ним, с демисезоном. Мы как Гагарин, как Титов, как Терешкова, до вершков мы с корешков в слоях озона. Сквозь дыры пальцы пропустив, приветы шлем с другого света годов. Мы в ожидании лета пропали без вести, как стих. Мы гады, мы воруем дыни, ругаемся в очередях. Мы зайцы в мире черепах и черепов, смотри, святыни. Мы разбредаемся во тьме, тахту давить бетонной клетки, какой-то призрачной соседке сходить за спичками во сне, не захотеть ее любви, проснуться ближе к январю и молвить: я тебя люблю, и выплакаться на груди. Страна, смотри, с той стороны кружит земля в окне плацкарта, а с этой Ваню моют в карты 2 шулера на полстраны. А мы? А что такое мы? Отца спросила с полки кроха. Я? Хорошо. А мы? Неплохо. Ответ доносится из тьмы. Проснулся. Снова чертов март. Упрямо солнце лезет в душу. Недопострой, полуразрушь его упорный оптимизм плацкарт. Чем ближе к пункту назначения, краснее губы, чище лбы, тем устремленней взгляд толпы навстречу новым приключениям.